33 года назад была принята декларация, которая открыла главу нашей общей истории. Сегодня Россия многонациональная, многоконфессиональная страна и отмечает самый молодой праздник в календаре события. Большой, всенародный, такой особенный праздник для каждого из нас – День России. Сегодня всех переполняют чувства патриотизма, единения, уважения к своему Отечеству и гордости за любимую Родину. Со сцены звучат песни о силе духа, победе, сплоченности и о такой любимой для каждого из нас стране. Нас разлучить нельзя и даже невозможно, как старшая сестра и как оплот надежный. Россия наша все, великая держава. Россия многокультурная. Толерантность – наша самая отличительная черта многих государств. Страна, которая всегда следует своим принципам и поддерживает своих граждан. У ингушей с Россией особая связь. Сегодня все мы развиваемся, созидаем и строим будущее для поколения, собравшихся с важным праздником для всех россиян, поздравляет глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Я хочу от всей души поздравить всех нас с Днем России, с Днем нашей Родины. Мы, как субъект нашей большой страны, являемся частью нашей великой России. Сегодня, в этот день нашего региона, всех других празднуют этот день. Сегодня все-таки мы должны нашей большой Родине отдать ту дань, которую мы обязаны. Потому что сегодня дороги, школы, больницы, оборудование можно перечислять часами, что для нас делает наша Родина. Ну и мы, конечно, тоже на своем месте работаем, стараемся вклад свой внести, улучшение большой нашей Родине. Ребята, которые у нас защищают стратегические наши границы, находятся на передовой, выполняют свой долг воинский, СВО. Сегодня мы их знаем, помним, периодически помогаем и будем помогать. Приятно, когда по центральному телевидению показывают наших настоящих командиров. Сегодня присутствует здесь майор Цуров и другие ребята. Сегодня есть у нас, которые вернулись оттуда, где с болью мы понимаем каждой семьи. И сегодня в этот день хочется сказать: да, мерш дабагарится болдвей, да, лур болбыш. А сегодня кто там находится, они с честью выполняют, и нам приятно видеть наших героев. И каждый, кто там находится, тоже герой. Но герои и здесь у нас учитель, который учит детей, строитель, который строит, работник сельского хозяйства, который выполняет свою работу. Потому что каждый вклад вносит свой в развитие нашей большой страны. Мы должны понимать, что все, что мы делаем сегодня, это для того, чтобы улучшить жизнь наших жителей. И что бы ни было бы, какие бы враги ни старались, не покушались на нашу Родину, они все равно в последующем оставались ни с чем. Успешное развитие всех направлений региона – это результат огромной поддержки федерального центра. В Ингушетии с каждым годом становится все больше современных школ, детских садов, объектов культуры, спорта и не только. Нам выделено было 12 миллиардов на школы и детские сады, на другие объекты. И я говорил и не устану говорить, что сегодня у нас построено 16 школ и 8 детских садов. Еще сейчас 12 мы будем открывать. Мы строим дороги. И это нам правительство Российской Федерации выделяет по нацпроектам, именно которые указом президента определены Путиным Владимиром Владимировичем. У нас на этот год выделено около 6 миллиардов для объектов социальных,
для наших жителей. Мы будем строить, мы будем улучшать жизнь. По традиции, в День России подрастающему поколению вручили важный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. День России – один из самых молодых государственных праздников страны. Свое начало он берет от 12 июня 1990 года. Тогда делегаты Первого съезда народных депутатов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики приняли декларацию о государственном суверенитете России. Фактически документ положил конец РСФСР и стал первым законодательным актом образования нового государства. Праздник официально был установлен 11 июня 1992 года Верховным Советом Российской Федерации. Его называли по-разному – Днем независимости, Днем государственного суверенитета и не только. В 1998 году его закрепили в календаре событий страны как День России. Сегодня каждый спешит поздравить державу с праздником. Наша республика уже более 30 лет находится в составе Российской Федерации. Мы получаем помощь от государства. Во всех наших начинаниях мы видим помощь, локоть поддержки. Я думаю, и далее, как наши предки нам завещали, мы будем также едины с ними и делать все возможное во благо республики своей, но и большой страны. Я поздравляю с Днем России, желаю нам всего самого наилучшего, консолидации, единства, всех благ. Далайхту Боховой. Мы замечаем, какую поддержку оказывает руководство России и Ингушетии. У нас в республике строятся новые школы, детские сады, спортивные учреждения. От всей души я хочу поздравить всех россиян, всех жителей нашей республики с таким замечательным праздником, Днем России. Пожелать всем мира, добра, согласия. Пусть живет и процветает наша любимая Ингушетия в составе России. Мы должны жить дружно, мирно, ведь в нашей Российской Федерации объединены около 200 тысяч национальностей. Поэтому вот наша великая держава, мы всегда, Ингушетии, были со всеми на передовой в защите нашего Отечества, большой и малой Родины. Поэтому мне хочется сегодня в этот праздничный день поздравить всех нас, россиян, которые входят в Российскую Федерацию. Пусть всегда над нами будет мирное небо. Россия вперед, мы победим. Мы знаем, какая огромная работа сегодня проделывается для улучшения благосостояния граждан республики главой, правительством, президентом нашей России. Открываются школы, детские садики, прокладываются дороги и так далее. Сегодня хотелось бы поздравить жителей, а также гостей республики с Днем России, пожелать процветания, мира и благополучия. Народные гуляния, концерты, флешмобы, акции не только. Праздничные торжества проходят во всех городах нашей большой страны. День России отмечают и освобожденные новые территории. Рина Сычоева, Новости 24.